Ижма отметила 455-летие села. На народное гуляние собрался весь район и гости из соседних муниципалитетов и даже регионов. В этом году межрегиональный праздник Луд приобрел новый статус. 2022 год объявлен президентом России годом культурного наследия. Народное гуляние организовали при финансовой поддержке «Лукойл Коми», который традиционно выступил генеральным партнером праздника. Жителей поздравил глава Коми. Владимир Ойба побывал на празднике и даже принял участие в мастер-классах местных рукодельниц. С ижемской земли передает Татьяна Супряткина. На несколько дней Ижма преобразилась. Хоть здесь даже в будни царит национальный колорит с оригинальным говором, старинными дворами, местными угощениями. Но на время праздника Ижма просто расцветает. Улицы превращаются в одно яркое зрелище, когда и женщины, и мужчины, и даже дети наряжаются в праздничные костюмы. А на каждом углу народное гуляние. С раннего утра местные хозяйки готовят угощения, причем прямо на улице, и делятся секретами национальных блюд. Рецепт пол-литра молока. Мы всегда берем коровье молоко. Масло граммов 150-180. Потом соль, чайная ложка. И наполовину ржаная мука и пшеничная. Любовь как ингредиент. Любовь, да, обязательно. Сделать надо с удовольствием. По традиции у каждого села своя площадка. Тут и ярмарка продукции, и выставка национальных сувениров, и работ мастеров народных промыслов, где еще можно увидеть, как вяжут половик на старинном ткацком станке. Вот это нажимаю педаль, как в машине, левую, да, и получается зигзаг. Понятно. Да, зигзаг. Удачи. Потом это, да, челнок сую и вот вытаскиваю нитку. Так. Не нитку, а тряпочки. Это старый свитер. Я порезала от детей, там много было, и остались. Они же сейчас БУ не носят. Вот. Не носят. Потом прижимаю, потом педаль поменяю. Так. И опять прижимаю. И вот так и ткем. Половики мы делаем. Вот. Оленеводческое подворье полно людей с утра и до позднего вечера. Тут и традиционные угощения, и обряды, побывать в чуме и увидеть быт кочевников. Для туристов это экзотика. А приехали на праздник гости из Мурманска, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Это подворье Коми ижемских оленеводов «Чум». Вот. В Чум у нас в районе, значит, есть оленеводческий колхоз «Ижемский оленевод». Там, значит, работает 24 бригады. Туда входят более 300 человек рабочих. Да? Вот. И мы представляем то, что вот у нас культура, работа, вот люди, у нас работают, наши родные туда в тундру ездят. Поэтому и мы решили как бы представить вот этот чум, чтобы люди видели, где наши родные живут. 2 года так масштабно праздник не отмечали, поэтому в этом году для жителей и гостей особенная встреча. Наш праздник Луд стал по-настоящему уже сегодня визитной карточкой Республики Коми. Он действительно перерос, возрожденный в 1997 году как праздник районный, перерос эти границы. И вот сегодня, когда мы ходили и смотрели, приветствовали и хозяев, и гостей, то ко мне подходили люди и из Мурманска, и из Калининграда, и из Москвы, из Санкт-Петербурга. Это говорит о том, что мы сегодня здесь собрали не только Республику Коми, а всю нашу большую страну. Народное гуляние традиционно проходит при финансовой поддержке «Лукойл Коми». Компания выступает генеральным партнером праздника. Это одно из самых ярких и долгожданных для вас событий, которое происходит в республике, с многовековой историей. И мы очень рады отметить его здесь, в Ижме, и разделить это торжество вместе с вами. То, как ижемцы берегут и чтут свои традиции и передают их подрастающему поколению, заслуживает особого уважения.
Кульминация народных гуляний – то, чего ждут ижемцы целый год. Праздничное шествие в народных костюмах. В традиционную проходку ворота встают и малыши, и самые почтенные жители. Чтобы пройти по улице в этот день, сельчане надевают старинные костюмы своих предков. Нарядом по несколько веков. Их достают раз в год, а после снова прячут в сундуки. Семейные реликвии передают из поколения в поколение. Тем и ценен, и значим этот праздник. Подрастающее поколение и гости окунаются в атмосферу самобытности. И эти эмоции остаются на всю жизнь. Связь поколений только крепчает. Татьяна Супряткина, Надежда Бушенева, Олег Костромин, Яков Шлегель, телеканал Юрган, Ижемский район.